Сегодня на сцене Театра юного зрителя состоялось торжественное открытие 11-го международного кинофестиваля «Золотая башня». Его организаторами выступают Министерство культуры и туризма Ингушетии и Союз кинематографистов Российской Федерации. Мероприятие призвано поддержать молодых кинематографистов и укрепить культурные связи между странами. Это уникальное событие, которое ежегодно объединяет представителей киноиндустрии со всей России, а также из зарубежных стран. В этом году в нем участвуют кинематографисты из 12 стран. «Золотая башня» уверенно расширяет свои границы. Конкурс на попадание в программу был рекордным. Организаторы получили 215 заявок от режиссеров и студий, но в борьбу за главные награды прошли лишь 70 картин. Их и увидят зрители фестиваля. Такой строгий отбор говорит о высоком уровне события. В этом году он посвящен 80-летию Великой Победы. Особый акцент сделан на патриотических кинолентах. Показ конкурсных фильмов пройдет на 9 площадках по всей республике. К гостям и участникам фестиваля обратился глава региона Махмуд Али Калиматов. Руководитель субъекта отметил, фестиваль уделяет особое внимание таким важным темам, как патриотизм, историческая память и единство народов. Самое главное, что это интеграция в большую нашу страну Россия. Независимо от уголков нашей страны, мы развиваемся, и нам помогает в этом сам Союз кинематографистов. Ну и президент наш говорит, суверенитет культуры, то есть чтобы наносного не было, чуждого нам не было. У нас свои традиции, обычаи очень хорошие, в целом у каждого народа в нашей большой стране. Поэтому, когда президент по нас проектам, у нас десятки построены дома культуры, отреставрированы и отремонтированы многие. И сегодня мы стараемся, чтобы молодежь ехала учиться в те культурные учебные заведения, откуда и выходят хорошие киношники, извините за выражение, хорошие артисты, хорошие музыканты и другие. Потому что это очень важно сегодня. Каждый должен и может проявлять себя в культуре. Мы дороги построим, здания построим любые сооружения, но душу наполняет человек, а ребенка, старца, любого, это наполняет только культура, искусство, музыка. Фестиваль ведь проходит в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. И мы никогда не забудем наших предков, отцов, дедов, которые защищали нашу страну. Сегодня год 25-й, он и объявлен президентом годом защитников Отечества. И сегодня на переднем плане находятся как и наши ребята, и все субъекты со всей России, отстаивая наши интересы, спокойствие наше. Поэтому следующий год президентом объявлен уже годом народного единства. И мы среди равных равные, мы среди лучших лучшие. То есть не надо не сравнивать, а просто-напросто быть самим собой. Сегодня Ингушетия это показывает. «Золотая башня» — это не просто вот киноплощадка, это мост между поколениями, между нашими народами, между сердцами. Сегодня он стал важнейшим инструментом приобщения нашей республики к общероссийскому мировому искусству. Мы в целом стараемся те задачи реализовать, которые перед нами ставит Владимир Владимирович Путин. Укрепление культурного суверенитета, поддержка национального кино, развитие творческого потенциала регионов. Именно по его инициативе в стране создаются условия для того, чтобы искусство доходило до каждого уголка России, чтобы голос каждого народа звучал в общем хоре.
Обучение в вузах по новой модели будет от 4 до 6 лет. В новой системе высшего образования, переход к которой ведущие российские университеты начнут в 2026-2027 учебном году. Срок обучения не будет единым. Он будет определяться временем, необходимым для качественной подготовки по той или иной выбранной специальности. Об этом сообщили в пресс-службе Миноборнауки Российской Федерации. В министерстве отметили, что разные сроки получения высшего образования позволят создать для студентов более широкий выбор стратегий профессиональной реализации на рынке труда. Список ресурсов, которые остаются доступными в период ограничения мобильного интернета, расширен за счет сайтов государственных органов и иных приложений. Сформирован перечень российских цифровых платформ, вошедших на втором этапе в список сервисов и сайтов, доступных в период отключения мобильного интернета по соображениям безопасности. В обновленный список включили сайты государственных структур, Госдумы, федеральных министерств, служб и агентств, государственной информационной системы, сайт Генеральной прокуратуры и региональных правительств. В перечень также внесены Почта России, система цифровой маркировки «Честный знак», РЖД, навигационный сервис 2GIS и погодный ресурс «Гисметео». В школе для одаренных детей «Олимп» проходит первый в Республике Ингушетия чемпионат по спортивному программированию. В интеллектуальном турнире, призванном создать пул будущих IT-специалистов для региона, принимают участие около 150 самых ярких умов, 30 команд школьников, студентов, СУЗов и вузов в возрасте от 14 лет. Участникам предстоит за 6 часов создать рабочую программу для облегчения организации мероприятий, включая построение дорожной карты. Чемпионат проходит в формате марафона, каждая команда работает на своей базе, а атмосфера наполнена напряженной борьбой и сосредоточенностью. Победитель регионального этапа получит право представить Ингушетию на Всероссийском чемпионате по спортивному программированию в Москве. Мошенники начали звонить россиянам от имени городской администрации и похищать данные под предлогом регистрации в личном кабинете для получения выплат ветеранам труда. В ведомстве отметили, что зафиксированы звонки, во время которых злоумышленники представляются сотрудниками мэрии, пенсионерам звонят и сообщают о положенной выплате ветеранам труда, вручение грамот и иных наград. Но для их получения необходимо зарегистрироваться в личном кабинете и продиктовать персональные данные. С 2026 года в России начнется централизованный учет захоронений жертв геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны. Об этом рассказала зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко. Говоря о законодательной поддержке инициативных граждан и некоммерческих организаций, занимающихся увековечиванием памяти жертв геноцида советского народа, депутат сообщила, что уже скоро в России появится национальный оператор по увековечиванию памяти жертв геноцида. Эта организация будет помогать определять, относится ли захоронение к захоронениям жертв геноцида или нет. Также оператор будет вести реестр памятных мест, централизованно учитывать захоронения, взаимодействовать с родственниками погибших и помогать восстанавливать утерянные имена, пояснила Занко. 22 ноября в Магасе состоится День открытых дверей в уникальном для Северного Кавказа образовательном кластере Академии цифрового развития. Проект был открыт при поддержке предпринимателя и мецената Микаила Гуцериева и предлагает бесплатное обучение по самым востребованным IT-направлениям. Гостей ждет знакомство со всей экосистемой Академии, которая включает школу 21 от Сбера, бизнес-акселератор Ингушетии, лабораторию Роболаба и другие проекты. В программе экскурсии, лекции, тестирования и мастер-классы. У всех желающих будет возможность задать вопросы экспертам и подать заявку на обучение, в том числе на февральский отборочный этап в школу 21, где для иногородних участников предоставляется бесплатное проживание.